Все-таки перед праздником вот большим, первый раз вы такие проводите пресс-конференцию, это вот что, это популяризация среди населения у вас сейчас пойдет, или все-таки вас готовится на сей раз особенно масштабный праздник, что вы боитесь, что народ недопоймет? Хотелось бы понять смысл. Нет, это не говорит о том, что какой-то особенный будет, в отличие от других праздников, масштабное какое-то мероприятие. Оно будет проводиться так же, как и в другие года, такое мероприятие. То есть у нас народ собирается, слава Богу, то есть не умещается в мечети. На улице часто бывает народ, потому что мечети для таких больших мероприятий, вместимость этих мечетей недостаточно, но мы не хотим сказать, что это какая-то масштабная акция или что. Это, скорее всего, для популяризации ислама, то, что ислам открыт, ислам есть в этом регионе, мы не замыкаемся в стенах своих мечетей, мы живем в обществе, общаемся, работаем, созерцаем, созидаем для всего нашего Самарского края. Поэтому это именно для популяризации. То есть назрела такая необходимость, или вы в себе почувствовали, что нужно выйти в люди, потому что все-таки кроме мусульман еще и другие здесь религии? Да, пожалуйста. Действительно, почему пресс-конференция? Ничего особенного такого, с одной стороны, нет, но особенно как раз то, что вот я тоже хожу в мечеть на праздники, с каждым годом, к сожалению, все больше и больше. Если это было сначала 1000 человек на улице молились, и в снег, и в стужу, потом 2. Сейчас, я думаю, что вот в этот праздник, вы тоже наверняка все придете, будете снимать, на улице окажется, наверное, молящихся больше, чем внутри мечети. И это, конечно, мы хотим привлечь внимание и к этому обстоятельству. И еще одна задача пресс-конференции, господин Нехорошев спросил, вот одна из задач пресс-конференции как раз в том, что говорит, не будет ни татарских, узбекских, казахских мечетей. Мечеть это одна, по конфессиональной принадлежности к исламу. И, конечно, но это требует, для того, чтобы она была одна, это требует полномерной методичной работы, в первую очередь со стороны Духовного управления мусульман Самарской области. Но светская часть общества и власть, и органы управления власти, если они в этом помогать не будут, то несколько человек, которые работают в Духовном управлении мусульман, и люди, которые занимаются этой работой без зарплаты, практически на основе патриотизма и энтузиазма, они только эту задачу и функцию выполнить не смогут. Поэтому задача пресс-конференции объяснить, что действительно в Самарской области 300 000 мусульман, чуть больше, чуть меньше. Это очень большой социум, и с ним, конечно, нужно работать. И чаяние его, и желание его, и пожелания пока не надо доводить, пока не станут требованиями. Правильно? Да? Вот некоторые вопросы, если изначально ими заниматься, они никогда не перерастут ни в требования, ни в митинги, ни в конфликты. Любое несоответствие формы и содержанию, это предполагает конфликты. Поэтому наша задача, чтобы то, что как нас представляет или видит, не видит, вот мы довели такое видение. Например, проходят большие православные праздники, Красная Горка, Троица, Родительский день, перекрывают дороги, потому что, чтобы действительно не было у людей проблем и у молящихся, и не молящих, чтобы они знали, в этот праздник дорога, автостанция Аврора будет перекрыта. На мусульманский праздник этого не происходит, поэтому одна из задач, в том числе вот информация, довести до людей, что в этот день большой мусульманский праздник. И в общей сложности во все мечети города съедутся 15, 10, 20 тысяч человек, но в любом случае большое количество народа. Они приедут на машинах, значит, в это время с утра по месту нахождения этих мечетей, этих молитвенных наших домов, нужно попытаться выбрать или другой маршрут, или чуть попозже выехать, потому что с праздника люди уже разъедутся 9 часов практически разъедут. Правильно? Вот всего лишь навсего, чтобы мы друг друга лучше знали, видели и понимали. Ну тогда конфликтов не будет. То есть власти в этом вам не помогают, в отличие от православных праздников, не ограждать, и вы хотите сами в этом... Вы знаете, но власть ведь на то и власть, чтобы все знать, предупреждать и решать. И я думаю, что совместными усилиями, слава Богу, на сегодняшний день у нас получается, за что мы, кстати, этой власти очень признательны, потому что мечеть, в которой мы с вами находимся, проводит пресс-конференцию, построена с помощью областных властей, еще будущий губернатор Константин Алексеевич Титова, он оказал всемирную полную поддержку в строительстве этого большого. Ведь эта мечеть была самой большой в Европе, в Европейской России до строительства
сердце Чечни, который будет Грозно построен мечеть. Поэтому нам, я думаю, что нужно просто для того, чтобы был результат, нужен диалог. У нас этот диалог, слава Богу, присутствует. Елена, пожалуйста. Елена Дмитричкова, «Социальная газета». Вот называются такие внушительные цифры, вместимость мечети 5 тысяч, 7 тысяч снаружи, но при этом понятное дело, что этого недостаточно. Называется цифра, там, допустим, 300 тысяч мусульман, и возникает сразу вопрос, а реальная потребность какая? Наверняка вы задумались над тем, что необходимы новые мечети. Рассчитывали это? Если планируется, может, какое-то строительство где-то, где? Ну, мечети, на данный момент сейчас в городе у нас 5 мечетей. Есть еще место, приспособленное под мечеть, это на мехзаводе, полуподвальное помещение, цокольный этаж, пятиэтажки. И также еще, как уже говорилось, есть место поклонения на Кировском рынке, где вместимость тоже не совсем позволяет умещаться всем, поэтому там читают по очереди в этом мечети люди, которые работают на рынке. Но строительство больших мечетей у нас не планируется, так как это подразумевает под собой то, что ее обслуживание этой мечети очень дорогое. А если на праздники только будут собираться народ, который не умещается, например, на улице, вернее, в мечети собирается на улице, то только для этих праздников нет необходимости строительства больших мечетей, но есть необходимость, потребность в строительстве малых мечетей, вот, квартальных, как говорят, нахаля, у нас нахалинский мечеть, нахаля, это квартальные мечети, есть потребность в строительстве таких мечетей, чтобы люди, далеко не ходя, могли зайти, помолиться сообща. И для этого не обязательно строительство именно, как объяснить, храма как такового большого, да? Вот именно в плане отдельно стоящего какого-то большого здания. А это можно предусмотреть в помещении одну комнату даже, если будет комната. Поэтому при строительстве каких-то объектов, если будет такая возможность и потребность у народа, чтобы предусматривалось место для моления. К примеру, есть такие места в аэропортах, вот, в Домодедово, к примеру, есть такое место. Зал, где можно зайти человеку, который путнику, зайти и помолиться. И также есть в других странах, вот, где мы бываем, там даже в магазинах есть помещение, где человек может зайти и прочитать, например, намаз. Для этого не надо там, у нас, как вот видели в зале, не присутствует никаких изображений, ничего. Для этого просто нужно чисто отдельное помещение, где люди не будут отвлекаться какими-то бытовыми вопросами. Зашел, помолился и ушел. Вот есть такая необходимость строительства таких малых мечетей.